Крупнейшее музыкальное событие Дальнего Востока прошло в Хабаровске. 7-й международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны» прошел по улицам и площадям города с 25 мая по 2 июня. В нем приняли участие 13 коллективов, 3 из них приехали из других стран – Казахстана, Монголии и Евросоюза. Подробности в сюжете Стаса Михайлова. За годы проведения фестиваль «Амурские волны» стал самым ожидаемым культурным событием в дальневосточной столице. Ежегодно сотни хабаровчан и гостей города становятся свидетелями грандиозного музыкального праздника. Первый фестиваль прошел еще в 2012 году. Организаторы специально приурочили его ко дню города Хабаровска, который празднуется в конце мая. Событие привлекает к себе большое внимание не только хабаровчан, но и многочисленных гостей города, в том числе из-за рубежа. Одно из самых зрелищных событий фестиваля – марш-парад духовых оркестров по центральной улице города. В отличие от других концертов, вход на которые может стоить недешево, на шествии у каждого появляется возможность стать зрителем. Море, ты слышишь, море, твоим матросом хочу я стать. Изюминкой фестиваля является репертуар, который подбирают коллективы. Кроме классических маршей и песен, можно услышать национальные произведения и эстрадные композиции. Это придает особый колорит. Поэтому в данном отношении фестиваль является уникальным. И мы видим, что с каждым годом качество фестиваля растет. Появляются и новые участники. Второй год подряд в Хабаровск приезжает коллектив из Евросоюза – оркестр кельтских волынок и барабанов, полюбившийся хабаровчанам. В этом году они подготовили сюрприз. Руководитель оркестра Александр Браун говорит, что переложить русскую «Катюшу» на шотландскую волынку было несложно. Она прекрасно подходит для этого инструмента. Музыкантам так понравился город, когда они выступили здесь в прошлом году, что они решили непременно вернуться. Many people asked me last year what was Far Eastern Russia and Khabarovsk like, and I truthfully said amazing, friendly. Военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны» стал настоящей визитной карточкой Хабаровска и еще одним поводом для туристов посетить город на Амуре. Стас Михайлов, Хабаровск.